Что сделать, чтобы активно развивать народные ремесла в Абхазии? Как представить именно свой качественный продукт на международном рынке? Как заинтересовать молодежь в получении среднепрофессионального образования и создать для этого условия? На сегодняшний день эта тема для Абхазии очень актуальна. И здесь, как говорят участники встречи, вопросов больше, чем ответов. Потому что Абхазия – это, в общем-то, туристическая страна, и есть очень большой запрос на то, чтобы сувенирная, например, продукция нашей страны, да, была представлена местными возможностями, местными сувенирами. Сегодня у нас это есть, но, к сожалению, не совсем то, что как бы отражает дух и культуру нашего народа. Сейчас у молодежи есть возможность поучаствовать в совместном проекте СДЮ и UNDP, направленном на профориентацию молодежи через привлечение к рабочим профессиям. Главная его цель – создание мотивации и условий для этого. Поэтому год назад в рамках программы в мастерской «Артель» были организованы курсы по гончарному делу. Это вызвало большой интерес у молодежи. И даже, возможно, скоро будет организована выставка выполненных работ. А что касается материала для их изготовления, то в Абхазии его достаточно. Все местное. Все местное. У нас всего достаточно. Мы даже стекло можем свое варить. У нас есть и кварцевый песок, у нас есть и полевой шпат, у нас есть известь. У нас нету одного соды. Ну, она дешевая, ее можно привозить. Проблем нету. Некоторые учащиеся мастерской уже и сами преподают. С учениками у нас есть определенный план, по которому я показываю, с чего надо начинать и к чему должны мы прийти. Первое – это самое легкое, это стакан, пиала, что-то открытое. А потом уже мы доходим до составных таких работ, это как чайник, графин, когда мы это все склеиваем, что нужна определенная сушка этих работ, что глина должна быть одной консистенции, что ручка и основная часть сосуда должна быть одинаковая. Аснанда Аргун по профессии стилист-гример, однако мечтала обучиться и гончарному делу. Наконец, такая возможность представилась. Я очень рада, что я попала на этот проект, потому что он дает мне возможность общаться, опять же, с творческими людьми. У нас замечательный преподаватель, и сбылась моя мечта, еще одна. И у меня получается. Также в рамках проекта проходят онлайн-тренинги со специалистами по народным промыслам из Казахстана. В туристической стране очень важно развивать сувенирную продукцию, говорят они. У вас та статья доходов, которая может приносить туризм, она важная. И поскольку ваша страна обладает такими замечательными природными ресурсами, туристическими комплексами, историческими комплексами. И я думаю, что это важно для развития туризма, это на самом деле действительно важно, чтобы была сувенирная, аутентичная продукция. Мы все с вами бываем в других местах, в других странах, и всегда хотим привезти с собой какие-то сувениры. Мы говорим о народных промыслах и предпринимательстве. Это как стихотворение Пушкина. Они сошлись: вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Почему? Потому что когда мы говорим о народных промыслах, мы говорим об искусстве, мы говорим о традициях, мы говорим о возвышенном. Когда мы говорим о предпринимательстве, мы говорим о цифрах, о бизнесе, об экономике, о статистике, об экономическом подъеме. То есть вот этот момент, это был очень важным для нас, чтобы объединить именно культурное, так сказать, пламень и, скажем, прозу. Пламень – это вот искусство, народные промыслы, и проза – это, конечно, предпринимательство. В будущем в рамках проекта планируется создать курсы по столярному и стеклодувному делу. Участники проекта СДЮ на тренингах также обучаются укреплению мотивации, работе в команде и бизнес-менеджменту. Сейчас они проходят этнографический курс, включающий лекции и мастер-классы сотрудников Абхазского госмузея в различных областях культуры и традиционных национальных ремесел. Гугуца Вардания, Амра Зарандия, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.